один из ключевых проектов на следующий год – это ремонт объектов социальной инфраструктуры, детские сады и школы. Работа идет, но очень сложно, поскольку единых подходов к оценке, собственно, состояния объектов, раз, оценки стоимости тех работ, два, у нас не было. Поэтому 15 октября я Дмитрию Николаевичу Сурнину ставил задачу проект подготовить, пожалуйста, но понимаем, что нужно еще работу продолжать. Пожалуйста, Дмитрий Николаевич, коротко о главном. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые президиумы, уважаемые коллеги, добрый день. В апреле Александр Владимирович поставил задачу провести работу по технической инвентаризации объектов недвижимости в социальной сфере. Итак, говоря о социальных объектах, мы имеем в виду следующие показатели. У нас 1320 объектов образования, 1017 объектов здравоохранения, 173 объекта по направлению Министерства социальной политики, 52 объекта культуры, 36 спортивных объектов республиканского уровня. По первоначальным сведениям, собранным Минстроем весной-летом 2018 года, ремонта требовали 952 объекта на общую сумму работ 10,8 миллиарда рублей. В этом перечне находились такие объекты, как, например, требующие замены линолеума, так и объекты, дальнейшая эксплуатация которых ставилась под вопрос. То есть 11 объектов, подлежащих сносу, решения по которым надо принимать отдельно от задач, решаемых в рамках приведения в нормативное состояние объектов недвижимости. Среди этих 952 объектов 4 объекта построены в XIX веке, 59 объектов, которым уже более 50 лет, 8 объектов с деревянными шлакоблочными стенами. При этом я хочу вам напомнить, почему это важный вопрос. В последние годы капитальный ремонт объектов социальной сферы финансировался по остаточному принципу, и при этом финансирование распределялось равномерно по всем муниципальным образованиям без учета технического состояния. Разные районы по-своему подходили к вопросу приведения зданий в нормативное состояние. Так, например, Екшурбодинский район, заявок из которых хоть и поступило на 12 объектов, но в них нет ни одного первоочередного необходимого для проведения работ. Или, например, Увинский район, из которых поступило заявок на 77 объектов, из которых 4 находятся в списке первоочередных. Что необходимо было в первую очередь определить? Самые важные и приоритетные объекты. Совместно с ведомствами, в основном с Министерством образования, был составлен перечень из 106 объектов, согласно заявок, присланных из муниципальных образований. Общая сумма работ по ним составила 1,064 миллиарда. Очень важно, что не мы определили их как первоочередные, а сами муниципальные образования. Была проведена работа по классификации дефектов. Следующий слайд. Так, секунду, предыдущий. Была проведена работа по классификации дефектов и выделены мероприятия, необходимые для предотвращения разрушения зданий и устранения угрозы безопасности при его эксплуатации, а также повышения его энергоэффективности. Исходя из этих критериев, стоимость всех работ по самым приоритетным объектам снизилась до 963,6 миллионов рублей. Необходимо отметить, что только работы на 133 миллиона из этих работ были заявлены, исходя из сметного расчета, и из них только 63,2 миллиона рублей работы по экспертизу. То есть имеют не более 3% погрешности. Все это говорит о серьезной некорректности информации, и это при том, что за последние полгода информации о состоянии объектов и стоимости работ, необходимых на капитальный ремонт, запрашивалась в разной форме у администрации муниципальных образований в порядка 5 раз. И в работе мы столкнулись с крайне противоречивыми сведениями. Примеры таких противоречий вы можете видеть на экране. Следующий слайд. Атабаевская средняя образовательная школа, к примеру. В одном отчете заявляется необходимость проведения работ на 5 миллионов, другой отчет в течение месяца направляется
информация о том, что денежных средств не требуется. Следующий слайд. Кудринский детский сад, Воткинский район. Как мы видим, состояние по первому отчету нормативное, при этом в другом отчете необходимые работы на 3,5 миллиона. Красногорский детский сад, 3,4 миллиона требуется капитальный ремонт, в другой строке 0, в другом отчете 8,5 миллионов. Следующий слайд. Сюрногурский детский сад, в первом отчете 0 денежных средств, необходимых на проведение работ, в другом отчете 2,4 миллиона. Вот такие примерно приходили нам отчеты, с которыми нам приходилось работать. Так называемое сочинение на тему. Следующий слайд. Обработав 952 объекта, мы сократили их число до 586 и назвали их приоритетными, исходя из тех приоритетов, которые я сказал выше. Общая сумма работ, по которым составила 3,4 миллиарда рублей. Однако стоимость первоочередных работ в этих объектах уже составила 3 миллиарда, что на 400 миллионов меньше. Из них 1,1 миллиарда рублей работы осмечены, а значит погрешность по ним составляет примерно 5-10% или около 100 миллионов. Остальные работы были оценены, исходя из приблизительного расчета сметной стоимости, а значит их погрешность 10, 20, а то и более процентов, что составляет как минимум погрешность в 400 миллионов. А значит, только за счет конкретизации работ и уточнения их стоимости мы можем сократить объем финансирования до 900 миллионов. Если же мы будем проводить эти работы централизованно, то есть вероятность, что получится снизить стоимость еще как минимум на 10%. Следующий слайд. Нужно отметить, что мы понимаем, перечень объектов, проанализированных нами, не является исчерпывающим. И считаем важным заметить, что объект не мог попасть в перечень по 3 причинам. Если муниципалитет или ведомство не заявили о необходимости ремонта данного объекта, если работы по капитальному ремонту данного объекта были представлены без разделения по видам работ и у нас не было технической возможности сделать это самостоятельно, наш подход не подразумевает рассматривать в общем перечне и работы по обеспечению безопасности, и работы по косметическому ремонту актового зала школы. Третье. Мы имели слишком противоречивые сведения о данном объекте из разных источников. Так мы приходим к выводу, что для полного мониторинга технического состояния объектов недвижимости социальной сферы необходимо внедрить систему приоритетности в описании дефектов и работ, которые необходимо внедрять на муниципальном уровне и ведомственном уровне. И для этого будут внедрены следующие механизмы. Следующий слайд. Нам был разработан классификатор дефектов, согласно которому следует обосновывать необходимость проведения капитального ремонта, описывая виды и объемы работ. Это еще не дефектная ведомость, но уже и не акт осмотра. При этом простой для составления документ, унифицированный для всех пользователей, одновременно конкретен и достаточен для принятия решения о проведении ремонта. Установление требований квалификации специалистов, описывающих дефект, в адрес муниципальных образований. Сегодня будет направлена методология, описывающая перечень документов, анализ которых мы рекомендуем привести и какие изменения мы рекомендуем в них внести для описания ответственности квалифицированного лица. Данный документ подготовлен, как я сказал, будет направлен уже сегодня. Следующий слайд. Мы будем оценивать готовность муниципалитета к проведению работ, а именно подготовку всех нормативных документов, в том числе проектно-сметной документации, проведения экспертизы. Эти требования необходимы для начала проведения работ. Обращаю ваше внимание, коллеги, что разная информация по суммам, по объемам, по описанию состояния объектов вызывает вопросы в первую очередь к качеству работы заместителей глав муниципальных образований по строительной части. Следующий слайд. Если бы мы сегодня принимали решение о проведении капитального ремонта в 2019-2020 годах, то из 10,8 миллиардов рублей работы были бы проведены лишь на 110 миллионов рублей, и, соответственно, из 950 объектов были бы выбраны только 16. То есть средства были бы потрачены крайне неэффективно. Муниципальное образование постоянно говорят о
деньгах, необходимых на ремонт. Но, как мы видим, возникает вопрос об эффективном их расходовании. Кроме этого, если говорить об эффективности, в разрезе энергоэффективности, по самым приблизительным расчетам, проведение работ приведет к повышению энергоэффективности и экономии до 100 миллионов рублей ежегодно. Александр Владимирович, мы подготовили рекомендации и займемся методологическим сопровождением эффективного учета техсостояния. А в 2019 году предлагаем создать совместно с Министерством связи информационную систему по мониторингу технического состояния. У меня все. Спасибо. Спасибо. Леонид Николаевич, присаживайтесь. Коллеги, как я и говорил в самом начале, что работа по проведению этого аудита состояния нашего здания оказалась намного сложнее, чем мы предполагали. И очевидно, что объем проблем, он больше, чем тот объем, на который мы закладывались. Ориентировочно, внебюджетно мы будем стараться привлечь около 2–2,5 миллиардов рублей, чтобы примерно 500 объектов, которые находятся в самом критичном состоянии, в 2019 году отремонтировать. Вне бюджета я прошу обратить внимание всех, и правительства, и депутатов Государственного совета, и депутатов городской думы, и глав муниципальных районов. Когда мы начинаем дискуссии на тему, значит, бюджета и куда, кому, чего, еще раз говорю, вне бюджета. Для этого создается специальный финансовый инструмент. Если мы некоторые сделки в городе завершим, дай бог, до конца этого года, то, возможно, так сказать, бюджет города может себе позволить отремонтировать. Но это отдельная тема. Первый вывод, к которому мы пришли с коллегами: действительно крайне неэффективно тратятся деньги. У нас есть объекты, на которые ежегодно выделяются средства, но мы их запустить снова в эксплуатацию не можем. Коррекционная школа номер 13 города Ижевска. Значит, она уже 2 года не работает, а тем временем деньги выделяются на ремонт крыши. Зачем? Никто ответить мне не может. Значит, предполагают, что такими вот, значит, инъекциями краткосрочными, да, за несколько лет отремонтируем там крышу, и не получится, будем ремонтировать, на следующий год это же будет разваливаться. Ситуация с объектами социальной инфраструктуры критическая. Критическая. Одно дело где-то там штукатурка, а другое дело, вы видели фотографии, это не единичные случаи, где металлическими скобами пытаются, так сказать, удержать, значит, корпус здания и так далее, и так далее. Второе, к чему мы пришли к выводу: конечно, никто не задумывался об энергоэффективности. Вот когда мы посещали так называемый, ну, я его так называю, дворец юных пионеров, да, дом творчества технического, значит, Борис Александрович, нужно 200 миллионов рублей на ремонт. Ну, очевидно, старые окна, они большие, большой площадью, почти в пол, значит, двери. Я задаю вопрос: а вы посчитали, если вот систему отопления поменяем, значит, окна, сколько будет энергоэффективность? Человек говорит: нет. Никто никогда не задумывается о том, что можно привлечь средства, в том числе под финансовое, под плечо вот этих вот высвобождаемых средств в силу энергоэффективности. Я не говорю никто. Некоторые главы, когда общаюсь, говорят об этом и показывают мне цифры. Третье, единого подхода к оценке состояния, контролю за состоянием просто нет. При этом у нас куча органов. УКСы, ОКСы, ШМОКСы, кого только у нас нет. И вот то, что мы сейчас с Урниным разбираемся, там, извиняюсь, как это, без 100 грамм невозможно. Разные отчеты разных министерств, единого центра модерации нет. Я уже не говорю про расходование тех самых денег. Если вот мы сейчас
проект федеральный участвуем, большой по ислям, я вам скажу, вот пока глава не вник в нюансы, на оборудовании минимум, на оборудовании для ислей, минимум на одном объекте минимум 3,5-4 миллиона рублей экономии. А у нас 21 объект. Поэтому, Ярослав Владимирович, личный контроль, Дмитрий Николаевич, до копейки сидите, все проверять, все считать. Александр Александрович, мы ведем переговоры с крупными компаниями, у которых есть возможность свои деньги вкладывать в каком-то периоде. Соответственно, вот эти данные, которые уже есть, надо передавать для более точного осмечивания и, соответственно, перекладывать их уже в планы, если этим компаниям интересно. Конечно, это не речь идет с нашими застройщиками очень-очень аккуратно. То, что я вижу, как сейчас строятся объекты, это караул. Это мы отдельно в конце года еще по рынку стройки. Когда у нас Семенов, Алнашский район, вынужден свои там искать бригады, экскаваторы и горе подрядчика, исправлять ошибки. Хотя это не его функция. Потому что на рынок пришел, на конкурс, пришел негодяй. И другими словами не назову. Для которого месяц выйти из графика, да ерунда. Под Новый год, водопровод докладывать, да, бог с ним. Объем работы очень большой. И, естественно, мы 2019 годом его не закроем. Это к огромному сожалению. Но все те объекты, которые в начале были в слайде, это что? Это про детей. А уже к этому дальше можно говорить, конечно же, это и энергоэффективность. По некоторым объектам до 30% экономия денег на обслуживание. Большая, очень серьезная работа. Я в этой связи, главы, коллеги, вы все здесь, полное содействие. Полное содействие. Это в ваших же, в первую очередь, интересах. Нет, не у вас этих денег, там по 3 миллиона в год давали на крыше, что там можно сделать? Только если в одном Сумсинском районе, по-моему, где у нас детский дом, Кельмесь и детский сад, там под 15 миллионов рублей. Сколько мы, 5 лет будем ремонтировать, и все это будет разрушаться. У нас нет еще стопроцентного понимания, что мы реализуем этот проект, но те переговоры, которые мы провели, они дают основания полагать, что, по крайней мере, там плюс-минус 500 объектов мы сможем сделать. Это самые критичные объекты. При этом, Дмитрий Николаевич, я вам сказал, что не только меняя крыши, там, водопровод, это электричество, окна обязательно. Окна – это в первую очередь про энергоэффективность. И это про качество жизни. 1 сентября снова поведут детей в школу, все классно, что крыша новая и водопровод поменян, но когда из оконных щелей будет холод поступать, снова надо будет затыкать, никто это не оценит, и так далее. Суммы вы видели, суммы астрономические, поэтому, коллеги, это в том числе нужно учитывать нам всем при работе с бюджетом 2019 года. Мы еще сейчас не касаемся проектов, как по указам президента. Там еще отдельная тема будет. Коллеги, я обращаюсь к главам, у нас после аппаратного совещания с вами, весь день общения, вопросы задавайте, запрашивайте помощь. Пора в одну лодку и двигаться. Так, о переходе тоже следующий вопрос. Очень острый, очень сложный, но к нему нужно озвучивать, по нему нужно работать заранее, не дожидаясь наступления событий непосредственно. В переходе на цифровое эфирное наземное телевидение, телевизионное вещание в Удмуртской республике. Тимур Ришатович Меджидов, министр информатизации и связи Удмуртской республики. Пожалуйста.
Уважаемый Антон Ильич, уважаемые коллеги, добрый день. Переход на цифровое эфирное наземное телевещание реализуется в рамках федеральной программы развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы. Соответственно, коллеги, у нас первый этап вещания. Первый этап вещания у нас уже состоялся. Это подключение первого мультиплекса. С левой стороны вы видите там список каналов, который у нас уже сейчас доступен в Удмуртской республике. Соответственно, в настоящий момент построено оборудование для подключения второго мультиплекса. Это набор каналов, который вот с правой стороны слайда. Так называемый второй мультиплекс. Его запуск планируется в середине декабря 2018 года, чтобы с начала 2019 года у нас граждане имели бесплатные 20 телеканалов. На мой взгляд, нам с вами за нашу компактную территорию повезло, поэтому у нас охват населения оборудованием составляет более 99%. В некоторых регионах похуже, здесь мы с вами одни из лидеров. Соответственно, если говорить по охвату сельских районов, это, наверное, наиболее значимо сейчас, потому что с начала 2019 года, начиная со второй декады, из-за исключения дублирования расходов федерального бюджета на аналоговое телевещание и цифровое телевещание у нас аналог отключается. Таким образом, у нас со второй декады января 2019 года остается только, собственно, вещание в виде цифровом формате. Соответственно, если мы говорим про населенные пункты большие, как город Ижевск, в этом случае у нас и аналог, и цифра сохраняется. Если мы говорим про малонаселенные пункты, менее 100 тысяч жителей, это у нас вся остальная республика, у нас остается вещание только цифрового телевидения. Мы провели в июле 2018 года опрос совместно с главами муниципальных районов. Вот у нас получается по домохозяйствам больше 90% уже сейчас смотрят цифровое телевидение, при этом есть 9,6% те, кто до сих пор пользуется аналогами. Есть некая такая проблемная зона, так называемая, это населенный пункт, который у нас находится за пределами цифрового телевещания. Это 14 населенных пунктов, и всего в них порядка 10 тысяч жителей. Здесь вариант какой? Во-первых, некоторые из них могут принимать сигнал из соседних регионов, в частности из Татарстана, тех, кто находится на границе с ним или с Пермского края. Второй момент – это прием с помощью спутникового оборудования. Соответственно, для того, чтобы поддержать у нас жителей, которые остались за пределами трансляции цифрового телевещания, сейчас прорабатывается вместе с Минсоцом вариант помощи этим жителям. Что сейчас уже сделано? Во-первых, у нас по муниципальным районам назначены ответственные лица по работе с населением, во-вторых, составлены помесячные медиапланы и проводятся регулярные встречи с жителями. Проводился в июле опрос и обход по населению, и делаются регулярные публикации в муниципальных СМИ, на федеральных каналах, на радиоканалах. То есть используются любые способы, чтобы донести до оставшихся жителей, кто у нас до сих пор пользуется аналоговым сигналом, о том, что с Нового года необходимо им эту техническую возможность обеспечить. С точки зрения технической возможности, большинству жителей, кроме тех, кто пользуется спутником, достаточно будет иметь приставку и антенну. Если жители в населенном пункте уже там пользовались дециметровой антенной, достаточно просто приобрести приставку, и тогда они будут продолжать смотреть цифровое телевидение там, без каких-то дополнительных вливаний. Если это современный цифровой телевизор, тогда и приставки нет необходимости, достаточно просто выбрать, условно говоря, вариант приема цифры и сделать автонастройку, как мы с вами обычно делаем при настройке каналов. Уважаемые коллеги, с точки зрения приобретения, во-первых, у нас есть федеральные способы, это сайт Почта Маркета, это отделение Почты России, здесь совместно с удмуртским филиалом почты проведены работы с доведением, собственно, самих приставок до малых населенных пунктов, где граждане могут прийти их купить. Во-вторых, это любые магазины типа Лента, Ашана, либо магазины, где продаются электроника, граждане могут, собственно, такие приставки приобрести. Стоимость начинается от 800 рублей и выше, в зависимости от опций, которые гражданам требуются. Если вместе с антенной, это порядка 1500–1800 рублей. Хотелось бы обратиться
к представителям и органов власти и бизнеса, кто у нас здесь присутствует. У нас на Новый год, как мы знаем, часто мы проводим обход либо ветеранов труда, либо ветеранов тыла, либо ветеранов войны, либо пенсионеров, те, кто раньше работал на предприятии, дарим различные подарки. На мой взгляд, вот текущий Новый год можно было бы приобщить как раз с подключением людей к цифровому телевидению. То есть если у вас есть работники, те, кто нуждается в таком подарке, вот просьба обратить на это внимание, на мой взгляд, это будет лучший подарок в этом году. Уважаемые коллеги, что нам с вами, с главами муниципальных районов, нужно сделать в ближайшее время? Во-первых, у нас с вами есть медиаплан, в рамках которого мы с вами трудимся. Есть медиаплан на уровне Минсвязи, это по республике, есть медиапланы индивидуально в каждом районе. Нужно своевременно их выполнять. Во-вторых, это уточнять данные о приеме населения аналоговым спутниковым телевещанием. Соответственно, здесь единственный вариант, правильный, который нам видится, это подомовой обход по, собственно, конкретным жителям, главам поселений, либо старостами. Соответственно, мы с вами проходили такой обход в июле. Для того, чтобы посмотреть динамику и чтобы лучше подготовиться к Новому году, переходу, нам с вами нужно этот обход завершить в октябре, и мы ждем от вас отчетов до 5 ноября, дабы посмотреть, во-первых, динамику, а во-вторых, посмотреть, где нужна какая помощь для того, чтобы всех жителей подготовить к этому переходу. В-четвертых, это размещение информационных материалов. Здесь мы с вами работу продолжаем. Это требует усиления, на мой взгляд. Соответственно, по поручению Салмана Владимировича мы вам доносили информацию, что в каждой районной газете должно быть в каждом выпуске хотя бы полоса или какой-то раздел, посвященный цифровому телевещанию и информированию населения. Отдельно хотелось бы обратить к коллегам из МВД. Есть риски, что под продажей цифровых телеприставок могут скрываться мошенники, которые будут пытаться изымать, собственно, деньги из населения, особенно неподготовленного морально, люди такого больше преклонного возраста. Поэтому просьба проговорить с участковыми, дабы они, с одной стороны, работу такую разъяснительную проводили, с другой стороны, были готовы оперативно реагировать. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Да, Тимур Ильшатович, есть вопросы, коллеги? Присаживайтесь. Что? Вопрос есть? Коллеги, задавайте, если есть вопросы. Пожалуйста. Главное, нам нужно по этой теме главы муниципальных образований, главы муниципальных районов, значит, соответственно, правительство, очень четко, СМИ, очень четко отработать. Не допустить спекуляций. У нас действительно покрытие очень хорошее, и, значит, возможно, то есть количество людей, которые, возможно, столкнутся с данной проблемой, их очень немного по сравнению с другими регионами. Но тем не менее, неважно, даже если один человек с проблемой этой столкнется, то, соответственно, нужно, значит, проблему эту точечно решать. Тимур Ильшатович, я вам давал поручение выйти на связь с производителями. Вот я уже смотрю, здесь 1300 рублей, а там комментарий нет в наличии. Да, чтобы у нас, соответственно, и цена, и так далее. Доложите до конца недели, то есть решение, которое возможно. Значит, к главам обращаюсь, вы знаете тех, кто действительно не имеет возможности себе лишнюю копейку выделить на это, давайте будем говорить, как здесь помочь. Но уже услышал я предложение, сколько 10 тысяч надо всем купить. Ну, классно. Значит, хорошее решение, да, а после этого и участок вкопать, и холодильник купить, и так далее, и так далее. Поэтому, значит, вопрос понятен, чтобы мы просто, главное, информационно донести, да, до населения, чтобы у нас не получилось так, человек включает телевизор, а там ничего. Если есть вопросы, видение ваше, пожалуйста, информируйте, давайте в любом формате, готовы отдельно встречаться. Мы на связи, действительно.
Так, у нас впереди большое очень мероприятие, это Парадельфийские игры, это международный формат, мы к нему очень серьезно готовимся. Татьяна Юрьевна Чуракова, министр социальной политики и труда Удмуртской республики, пожалуйста, докладывайте. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые коллеги, с 11 по 17 ноября 2018 года в нашей республике пройдут вторые международные парадельфийские игры. Игры проводятся Национальным парадельфийским комитетом России и правительством Удмуртской республики. Поддерживаются как системное мероприятие Фондом президентских грантов, Министерством культуры Российской Федерации, депутатами Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и общественными организациями инвалидов России и мира. У нас сформирован оргкомитет во главе с заместителем председателя правительства Удмуртской республики Анастасией Александровной Муталенко. При этом нам активно помогают все зампреды, и Александр Александрович Свинин, и Анатолий Иванович Строков, и очень активно включился руководитель администрации главы правительства Сергей Витальевич Смирнов. В течение 2018 года активно проводится работа по подготовке и проведению игр. У нас с вами остается только месяц. В играх примут участие около 1500 инвалидов с различными нозологиями, которые приедут в нашу республику из 52 регионов России и 22 стран мира. Страны называть не буду, вот вы их видите на экране. Творческие состязания пройдут на 12 площадках по 29 номинациям. У вас кто эту самую презентацию делал? Соединенные Штаты Америки. Америка это... Угу. Ну, это не сильно важно, наверное, но тем не менее. Давайте дальше. Спасибо. Творческие состязания пройдут на 12 площадках по 29 номинациям в 8 видах искусств. Музыкальное, изобразительное, аудиовизуальное, театральное, хореографическое и цирковое искусство, литература, авторство и жестовая песня. В настоящее время каждой рабочей группой проведены подготовительные работы, финансирование получено и распределено, объявлены аукционы и конкурсы по определению мест проживания, питания. Я прошу прощения, Татьяна, а можно слайды, где написаны конкурсы и номинации, помедленнее, чтобы все посмотрели, что это такое, потому что не все понимают, что такое парадельфийские игры. Я задал вопрос одному из коллег, они говорят, это спортивные. Нет, парадельфийские игры – это игры да. по культуре и искусству. Ну, не только по, да, по разным видам и культуры, и искусства, и творчества, я бы так назвал. Поэтому вы продолжайте доклад, а виды искусств и номинации просто медленнее. Это очень важно. Ведутся работы по ремонту территорий проведения игр, по закупке оборудования и проведению мероприятий по обеспечению доступной среды. Каждое министерство и ведомство отрабатывает организационные вопросы. Министерством культуры и туризма Удмуртской республики сформирована творческо-постановочная рабочая группа, определены режиссеры и сценаристы мероприятий, кураторы творческих площадок, подготовлены экскурсии для участников парадельфийских игр и мастер-классы с участниками игр. Министерство информатизации и связи Удмуртской республики обеспечивает информационное наполнение сайта парадельфийских игр. Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской республики организована работа по привлечению волонтеров. На данный момент уже зарегистрировано 375 человек. Дополнительно Ижевская государственная медицинская академия направит 50 студентов-медиков. 200 человек – студенты Ижевского торгово-экономического колледжа, которые будут работать в местах питания с медкнижками. Ведется работа по набору волонтеров-переводчиков и экскурсоводов. Министерством здравоохранения Удмуртской республики в период проведения игр будет организовано оказание медицинской помощи силами и средствами медицинских организаций, активное проведение конференции, где подключается к нам в работе Главное бюро медико-санитарной экспертизы. Министерством промышленности и торговли Удмуртской республики объявлены аукционы по отбору мест проживания и питания участников. После проведения конкурсных процедур по отбору мест проживания и питания к работе подключится Роспотребнадзор. Министерством внутренних дел по Удмуртской республике в целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка будут проведены мероприятия по расчетам необходимых сил и средств МВД в период проведения игр. Организовано круглосуточное дежурство руководящего состава служб и подразделений МВД по Удмуртской республике. Кроме того, места проживания участников игр будут взяты под контроль.
Администрацией города Ижевска организованы ремонтные работы по адаптации объектов улично-дорожной сети для людей с ограниченными возможностями. Оказывается содействие в подготовке волонтеров, организована трансляция видеороликов о мероприятии на светодиодных экранах города. После предоставления Продельфийским комитетом макетов с анонсом игр, информация об играх будет размещена на остановочных комплексах. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики разработан алгоритм движения транспорта в период проведения игр, отработан кольцевой маршрут перевозки участников и разработаны экскурсионные маршруты. В настоящее время ведется совместная работа с Ижавия и РЖД по организации прибытия и отъезда участников игр. Проблемы есть, но они решаются в рабочем порядке. В период с 9 по 11 октября исполнительным директором Национального Продельфийского комитета России Натальей Валерьевной Крель совместно с ответственными рабочих групп, а также с сотрудниками ГИБДД МЧС осуществлен объезд предполагаемых мест проведения игр с целью проверки доступности и безопасности объектов. С 23 по 28 октября руководителем Национального Продельфийского комитета России Лидией Павловной Абрамовой и исполнительным директором Натальей Валерьевной Крель совместно с общественными организациями инвалидов и родителей детей-инвалидов будет организовано обучение волонтеров, водителей, ательеров, работников общепита, театров, РЖД, Ижавия. Более того, мы с вами, уважаемые коллеги, также должны будем обучиться правильному общению с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями. С 5 по 9 ноября тренировочные эвакуации на местах проживания, питания, проведения игр пройдут совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике. Министерствами и ведомствами в период подготовки и проведения игр принимаются меры, направленные на обеспечение безопасности граждан, общественного порядка, соблюдение международного законодательства по передаче персональных данных. Программа проведения игр следующая. 11 ноября прибытие и размещение участников и гостей игр. 12 ноября с 10 часов во Дворце культуры «Аксион» открытие международной научно-практической конференции «Стратегия развития комплексной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья». Церемония открытия игр пройдет в этот же день, 12 ноября, в 15 часов в Государственном цирке Удмуртии. С 13 по 15 ноября проводятся основные конкурсные мероприятия среди участников игр. 15 ноября в Республиканском доме народного творчества организован республиканский гала-концерт участников, не прошедших в финал Продельфийских игр. Церемония закрытия игр запланирована на 16 ноября на 3 площадках: Дворец культуры «Металлург», Государственный театр оперы и балета, Центральная площадь города Ижевска, финалом которого будет флеш-моб и праздничный фейерверк на Центральной площади. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые коллеги, проведение вторых международных Продельфийских игр позволит привлечь более широкое внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями и с инвалидностью. Сейчас очень важно показать всем, что люди с ограниченными возможностями здоровья такие же полноценные участники социума, как и все остальные. Не сомневаюсь, что все вместе мы справимся с поставленной задачей и достойно представим свою республику. Спасибо за внимание. Татьяна Юрьевна, спасибо. Пожалуйста, присаживайтесь, коллеги. И еще раз хочу обратить ваше внимание, что для нас крайне важно провести на высоком уровне это международное мероприятие. Вы знаете, что 19 сентября мы подписали соглашение 5-летнее с Росконгрессом, и теперь форум и День оружейников будет проходить в виде форумной такой кампании в Ижевске на протяжении последующих 5 лет. Это крайне важно, потому что в республике не было ни одного такого постоянного федерального уровня мероприятия. Значит, Продельфийские игры – это еще один шаг на пути к тому, чтобы нам давали возможность проведения всероссийских каких-то мероприятий и международных. Это, естественно, повысит интерес к республике с точки зрения инвестиций, туристической привлекательности и так далее. Поэтому, Татьяна Юрьевна, очень внимательно. Сразу хочу обратить ваше внимание, чтобы у нас на открытии и закрытии не было по 10-15 минут торжественных речей бесконечных официальных лиц, включая главу Удмуртской республики. В первую очередь надо помнить и думать о участниках и предоставлять и им слово и так далее. Коллеги, коль мы затронули вопрос о проведении различных событий, хочу обратить ваше внимание, 23 октября, вот уже буквально скоро, на следующей неделе, у нас состоится открытие скейт-парка, он находится между
Удмуртским государственным университетом и хоккейным ледовым дворцом «Ижсталь». Проект для нас уникальный, он родился из, соответственно, запроса сообщества. Вы все, наверное, видели, что те, кто вот на BMX, роллеры, скейтеры, они оккупировали там весь город, ступеньки, значит, театров. Ну вот, собственно, мы за внебюджетные средства, сейчас последние приготовления, это будет одна из лучших площадок в стране, сертифицирована под этапы Кубка мира. Мы 23 числа приглашаем лучших в стране, значит, райдеров по этой теме. С 2020 года BMX фристайл – это олимпийский вид спорта, поэтому, как говорится, в тренде. 23 же октября не могу об этом не сказать, потому что экономика, как мы говорили, у нас фундамент и база всего нашего развития. Сарапульский электрогенераторный завод, мы с ними, это, наверное, одно из таких в авангарде предприятий, которое с первых дней нашей работы, значит, влилось в команду и активно использовали наши ресурсы. В итоге уже третий проект, но 23 октября состоится запуск, собственно, производственной линии. Это событие, оно такое на масштабе страны, потому что то, что будет производить Сарапульский электрогенераторный завод, претендует на полное импортозамещение комплектующих для лифтов. Почему обращаю на это внимание? Потому что это предмет внимания министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова, который тоже принимал участие. Но здесь еще раз, вот это к бизнес-сообществу, к предпринимателям. Это тот самый случай, когда, знаете, мы разное слышали. Типа, да ладно, молодежь, вы тут нас научите, мы сами все знаем. Там, вон, госзаказ надо сформировать, и все, и там, дышите глубже. Значит, здесь на все площадки, на все переговоры, практически самые активные вместе с Калашниковым, с предприятием «Купол», с Ижевским радиозаводом. Но вот это очень важно для республики на мероприятие. Мало того, у нас ЦГЗ оказался лидером по количеству реализованных проектов в Фонде развития промышленности. Я, значит, Сергею Мусину говорю большое спасибо. Ну, еще и юбилей скоро у него. Вот. Проявил себя очень современным менеджером. Было легко его защищать и предприятие. Сумма почти под 500 миллиарда рублей, которые получили в Фонде развития промышленности. Да? Сколько там процентная ставка? Меньше 5% ставка. Это история про то, что если вместе, то все можем. Это рабочие места, это налоговые поступления. Как результат, значит, актив Сарапула, там 4 предпринимателя, организовали фонд имени Башенина, который будет направлен на привлечение средств на реконструкцию фасадов, в первую очередь улицы Труда, там, и так далее. И Сарапул вот такими совместными усилиями будет преображаться. Поэтому 23 октября вот у нас такой день, 4 ноября День народного единства. У нас много предполагается разных мероприятий. Готовы ваши инициативы и предложения также рассматривать и учитывать. Нам нужно переформатировать постепенно эти праздники, ориентироваться больше на запрос, соответственно, граждан. У нас это с вами получается, очень хорошая обратная связь по Дню России, Дню города. Мы, помните, 3 дня у нас мероприятий, поэтому тоже, коллеги, активнее. Теперь, да, ну и парадельфийские игры после, с 11 по 16 число. Теперь о том, что не сделано. Значит, мы с прокурором Удмуртской республики, с Николаем Владимировичем, договорились, что в середине октября предоставим график погашения задолженности. Александр Александрович, он не сделан, да? Да, присаживайтесь, плохо. Значит, я понимаю, почему он не сделал, потому что мы не можем до конца, значит, проект бюджета сверстать. Но если мы обещали, то обещание надо выполнять. Вам замечание до конца этой недели
значит, чтобы график, по крайней мере, в первом приближении был. И, Ярослав Ильич, Артем Юрьевич, направьте соответствующий график. К нам идут навстречу, значит, свои обязательства нужно исполнять, вне зависимости. Если понимаем, что нужно еще времени, тогда проинформируйте и меня, и прокурора республики. Тогда зачем мы тогда встречаемся, зачем мы все это обсуждаем? До конца недели вам срок. Еще раз повторюсь, в первом приближении, чтобы, соответственно, график был. Коллеги, будем заканчивать. Важное объявление. 18 лет назад, вот у меня есть справки, 15 октября 2000 года в Удмуртской республике состоялись первые выборы президента республики. Сегодня в 12:00 на Хохряковском кладбище открывается памятник на могиле Александра Александровича Волкова. А в 14:00 в Национальном музее имени Кузибая Герда открывается выставка под названием «Подличную ответственность» о Волкове. Я считаю, что значит, человек достоин внимания и памяти в непростые времена для республики. Это потом там будем еще оценивать, кто что смог сделать и как. Но сделано немало, поэтому всем рекомендуем. Выставка будет не один день, посетить и тем самым почтить память. Вот, следующее аппаратное совещание у нас ориентировочно, как и договаривались, через 4 недели. Это примерно 12 ноября. Сразу хочу ориентировать, мы предварительный итог будем, уважаемые главы муниципальных районов, главы городских округов, будем с вами подводить. Я уже говорил об этом, это и, значит, и поручения мои по результатам поездки. У нас уже есть предварительно лидеры из городских округов. Это Глазов, из муниципальных районов, это, безусловно, Алнашский район. Я специально туда съездил раньше. Единственное, где все поручения выполнены, причем поручения сложные. То есть не поздравить с днем рождения ветерана, сложные поручения. Мало того, то, что я увидел в Алнашском районе, в частности в муниципальном образовании Ромашкинское, правильно? Старая Шудья и так далее, деревни. Ну, хочу сказать спасибо и главе района, и главе муниципального образования. Как мы и договорились, вот то, что сделали люди, уже распоряжение я дал Минфину, деньги заложены, в 2019 году вы водонапорную башню в Старой Шудье сделаете. Помимо этого, мы ведем с Александром Александровичем переговоры с крупными компаниями российскими, у которых есть интерес ведения бизнеса в Удмуртии, и всегда включаем социальную составляющую. Мы очень близки к окончанию переговоров по объектам социальной инфраструктуры, таким как дома культуры. Я могу заранее сказать, что если у нас это выгорит, ну, все равно у нас получится, мы просто сейчас смотрим по количеству объектов, то Алнашский район, значит, вот особенно те населенные пункты, где у вас предприниматели активную позицию занимают, и граждане, и соучаствуют, так сказать, в изменении всего вокруг себя, вы получите первые эти объекты. Критерии, все оценки мы вам всем покажем, коллеги. У всех, как оказывается, все примерно одни и те же условия. Понятно, что где-то инфраструктура была лучше развита, где-то хуже. Мы это тоже, безусловно, будем учитывать. Мы будем учитывать в том, что новые руководители пришли. Мы сейчас внимательно смотрим и на ситуацию, значит, в Болезинском районе, в Кесском районе, значит, в Дебирском районе. Исторически, значит, по каким-то причинам меньше средств направлялось, в том числе в инфраструктуру. Мы все это учитываем. Но обратите внимание на опыт, уже опыт работы с главами муниципальных образований, с бизнесом и с гражданами на Алнашский район. Это без моего участия, без каких-то там разнарядок. Правильно, Алексей Ильич? И, конечно, в этой ситуации мы в первую очередь будем, значит,
помогать. Малопургинский район, мне понравилось, как новый глава выстроил работу. Есть чем обмениться опытом. Для этого мы собираемся. У нас через некоторое время здесь с вами будет совещание на эту тему. Не стесняйтесь, заявляйтесь, обменивайтесь опытом, практиком. Вот то, что в Ромашинской видел, это уникальный опыт. Уникальный. Значит, подход главы Малопургинского района по взаимодействию с бизнесом тоже интересный подход. И правильная позиция по увеличению доходной части. Мы сейчас рассчитываем формулу. Я специально при всех это говорю, чтобы было понятно, когда вы, коллеги, встаете и говорите, что справедливо, что дайте больше доходов. Вот мы 2018 год внимательно наблюдали за тем, в каком районе такая ситуация и в ретроспективе 4 последних лет. Ну, опять тот же Волнашский район, около 70% у нас рост, да, базу. Значит, пока идея такая у нас с Семеновым, Свининым и Евдокимовым, что зафиксировать базу 2018 года, тех налогов, которые поступают в республиканский бюджет на уровне 2018 года, все, что свыше, все, что к нам поступает, мы хотим такую модель ввести, мы будем возвращать. Для нас это будет очень тяжело и очень рискованно. Но если подход будет, я не только, есть и другие коллеги из вас, практически все стараются, я это вижу, и в городах у нас движение идет, и Эссен, и Бекмементьев. Но если подход такой, как, вот, по крайней мере, то, что я глубоко вник, в Волнашах и в Малопургинском районе, я буду спокойно туда возвращать деньги. Мы будем согласовывать, куда на первоочередные меры они должны идти. Вот для вас мотивация. Я думаю, что в ближайший месяц мы докрутим эту модель, чтобы у вас та самая появилась мотивация, больше самостоятельности. Вот. Но для этого нужно работать, выводить из тени бизнес. Это мы очень много говорим про то, что бизнесу тяжело, его, значит, там сильно нагибают, а мы видим и другую картинку. Выручка растет, а налог 2 копейки как давали, так и дают. Торговых точек 5, а плановый убыток. Значит, метры столько там, а, значит, инвентаризационная оценка 300-800 рублей. Чудеса сплошные. Поэтому давайте не забывать, что, надеюсь, все в одной лодке и в одном направлении гребем. 18 октября у нас был День работника сельского хозяйства. Для Удмуртии это будет, извините, заранее, с учетом того, что мы только в ноябре уже с этим, хочу поздравить. Ну, в этом направлении мы тоже работаем с Минфином, чтобы как минимум мы поддержим базу объема, значит, денег на следующий год на уровне 2018 года. А сможем ли мы больше денег дать? Ну, наверное, по лизинг-грант точно уже можно сказать, только сейчас по сумме будем. Новую программу мы разработали. А по всем остальным направлениям это зависит от нашей совместной работы. Мы подключаем коллег и предпринимателей. Уже лучше идет работа, более конструктивно. Вместо лозунгов «дать всем» без разбору, кто сколько у кого надои, у кого какие технологии. Значит, об этом можно благополучно забыть, потому что мы уже докопались просто до копеек, сколько идет действительно закупочная цена, сколько идет, значит, неофициально. Вот. Пока не сильно поддержку видим, но ничего, докопаемся сами. Есть большое желание, что в 2019 год выделить денег больше, но точечно, тем самым чемпионам, о которых мы с вами говорим. Пожалуй, коллеги, все. Давайте мы на финишную прямую вышли. Много очень вопросов. Стройка, дороги. Будем подводить уже в ноябре по дорогам. Если все так идет, как идет, то мы впервые, наверное, в топ-5 регионов войдем. Да? Надо удержаться в этой позиции, Ярослав Ильич. Все, коллеги, спасибо. С главами муниципальных районов встречаемся через некоторое время здесь.